Салам алейкум, Аварал. Да, смотря на все это, приходишь к выводу, что вот вся вот эта старая гвардия, она уже как бы заржавела, они уже не могут как бы по-другому двигаться, по-другому мыслить. Они как бы работают по старинке, и это все нас не устраивает. И вот в этом изменившемся формате вот этой новой реальности, где национальная вот это как бы становится доминирующей по всей России, где татары, где там чеченцы, там осетины, калмыки, буряты, везде как бы на разных уровнях, то мы в этой реальности проигрываем, потому что не можем как бы э, этот перенастроиться, как бы эволюционировать. И нам нужно как бы это все делать, потому что если мы ничего не делаем, мы видим, что вот табличка Кизляри, башня там Ансаут А. Сейчас посмотрим там Гумбети там или Цумаде, еще что-нибудь появится как бы здесь. То есть идет как бы полномасштабное такое наступление национального государства на вот территорию эм, общего вот этого государства Дагестана. И нам нужны новые лидеры, новые личности, новые лица. И нужно их создавать, нужно как бы выявлять, вот, встречаться, как бы, только устраивая какие-то мероприятия, все это можно как бы создать вот эти личности, там дебаты, споры, разговоры, дискуссии, там потом выявляются как бы лидеры, то есть определенная группа приходит к выводу, что вот определенный человек будет как бы представлять их вот как бы э, их слово, например, будь там. И вот это все нужно как бы делать, вот, авария, потому что нам не один-два человека нужны. То есть это путь мы проходили, путь вот вождизма, диктатуры, вот когда Гаджи Махачев, Сагит Паша вот возглавили, вот это все взяли на себя. То есть это путь, ну, в то время это как бы, это было максимально то, что, видимо, наши могли сделать из нашего возможного, из нашего как бы ума, жест, то есть как мы мыслили, как те люди мыслили. И тот этап как бы прошли мы, теперь новый этап наступает. В этом этапе мы не можем уже вот полагаться вот на одну-две личности, которые там свои какие-то клановые, сельские, районные, эти будут как бы это делать, интересы как бы передавать как общенациональный. То есть нужен максимальный вот этот обхват всех аварских вот этих обществ. И каждое общество, она вот автономно должна создавать лидеров, лидеры общества, лидеры сел. И везде вот эти ячейки создавать. Собрали там вот село, актив. Выходит лидер как бы. Мы видим, что государство Дагестана, она пытается все это возглавить. Вот создали вот ассоциацию патриотов. И она создает вот эти дочерние, вот эти мини-организации, молодежь там, Килятля, молодежь там, Мельхельта, молодежь там, Гигатли, там, туда-сюда, и молодежь района. И вот эти, они якобы как бы все группируются там, и там якобы есть какие-то лидеры. Но все вот вот эти организации, они создаются для того, чтобы держать все под контролем. То есть не для нашей как бы пользы, а для того, чтобы власти было хорошо, чтобы они контролировали вот это все. И там вот они вот тоже, вот мы видим, как они перед нашими глазами создали вот этих лидеров, вот ассоциация патриотов, там трезвая Россия, там что-то такое, там вот эти, и там есть лица, там Шамиль, Умар, Мухаммад, Али, как бы вот так, там не имеет значения, кто это, но там есть люди. И по этой аналогии мы тоже как бы должны вот в национальном плане тоже вот так двигаться. Мы понимаем, что мы не можем такой охват сделать, как ихний, то есть жест, потому что у них есть финансирование от республики, финансирование от духовенства, как бы все они финансируют вот это, потому что они представляют, защищают их интересы. У нас нету этого, но мы на своем маленьком уровне должны везде, вот во всех селах, во всех районах создавать вот такие вот ячейки национальные, которые будут защищать интересы нашей нации. Не будут поддакивать, а будут личностями. То есть они говорят, их слушают, выслушивают, дискуссия, в итоге приходят к чему-то, и вот это слово говорит кто-то из этого числа. И вот так как бы автономные вот к этому нужно приходить автономным обществом и одному как бы координирующему центру, где вот, как Али Асаб говорил, будет там такой условный круглый стол, и там будут собираться представители разных вот этих обществ,
и будет как бы вести дискуссию по тому, что делать в сложившейся той или иной ситуации. Потом вот эти люди уходят, как бы так условно называемые лидеры уходят в свои районы общества. То есть нужно делать как бы по-исторически эти, нужно ломать вот эту систему, потому что мы видим, что ну, вот в этой системе уже структура создана, вот патриоты, жест, вот молодежь. То есть мы, если туда лезем, мы не сможем конкурировать. А нам нужно как бы на исторической основе делать. Так мы сможем как бы сломать вот эту систему. То есть общество ГИД, гидатель, общество Бакхуло. И делаем их по историческому, а не потому, как сейчас получилось. То есть вот Гумбетовский район, это получается общество Бакхуло и Хиндало, получается, часть Хиндало. Он Цукурский район, это часть Хиндало, получается. Возможно, там еще гидатель есть. И, то есть там смешно. Цумадинский район, это вообще получается несколько обществ. Там Багвалал, Индал, там Чамалал, все смешали. Также Ботлихский. То есть это все мы должны постепенно как бы ломать вот это все. И говорю, тут общество Индалал, общество Андал, общество там Эхнуцал. И вот так как бы жесть. И это будет альтернатива тому, что вот они как бы предлагают, они вот ведут